утро. Доброе утро. Здравствуйте. Да, очень приятно. Здравствуйте. Да. Привет. Так. 4 детей все здесь. А где сейчас? Ох ты. Ну что, покатаемся? Да, вообще. А ты чего грустный такой? С утра, наверное, подняли, да? Да не то, что она просто переживает за то, что Данил поедет в самом начале, а она поедет. Нет, зачем? Мы ее тоже возьмем. Хочешь со мной? Хочешь? Все, поехали со мной. Вот из-за этого. Все, пошлите. Все вместе пойдем. Мы вам целый поезд подготовили. Вообще круто. Это самое крутое желание новогоднее. Так, это Данила, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Да, очень приятно. Привет. Ну что, поедем? Да. Только ничего не управляем. Сидим вместе, ладно? Ну, потом посмотрим, может, попросим что-нибудь. Ну что, пошли? Пошли. Улица вас ждет. Расходите, пожалуйста. Ребят, с наступающим Новым годом. Взаимно. С наступающим Новым годом. Наступающим годом. Гармаш Антон, руководитель Башкортостан компании. Рад вас видеть в очередной раз. Раф Арич, пожалуйста. Отсюда идем? Да, пройдем. Раф Арич, уникальный, впервые реализованный именно в Республике Башкортостан Хогвартс Экспресс. Да, я видел. Уже вот спрос колоссальный. Мы уже перевезли 3000 человек, маленьких детишек, этими поездами. И тиражирование именно с Республики Башкортостан началось по всей России. Чтобы поездка происходила комфортно, маленькие наши пассажиры попросили, говорят, сделайте нам, пожалуйста, чтобы ехать, мольберты рисовать. Да, соответственно, все разукрашки, мольберты очень пользуются спросом маленьких детей. Теперь следующий момент, да, второй, говорит, ну, все-таки следуем порядка 3-4 часов, говорит, сделайте нам детскую библиотеку мобильную. Реализовали. Буккроссинг у нас реализован. Очень люди активно пользуются, берут книги, причем ставят. Да, то есть не забирают, да? Да, не забирают. И либо меняют. С республиканскими газетами «Эксперт Башкортостан» наладили. То есть тоже поставляет самая свежая пресса. Теперь каждый непосредственно пассажир, горячая вода, чай, кофе, стаканчики. Когда, если даже и кому-то, чтобы хотелось больше уюта, плеты, поездная бригада раздает, обслуживает непосредственно наших пассажиров. Здорово. Ну вот вы говорили, а какие-то бутерброды пока еще и... Все, начинаем с января месяца. Потому что все-таки Уфа, Оренбург 6 часов, да? Или Да, сколько? 6 часов. 6 Ну, за 6 часов перекусить-то хочется, наверное, да? Все, мы самые лучшие сервисы берем у наших коллег с аэропорта. Мы уже сервисные тележки, как в самолетах, приобрели. Прескуранты уже сделали. Сейчас мы заканчиваем получение обратной связи от наших пассажиров, чтобы они хотели видеть в первую очередь в дороге покушать. А вот Уфа, Кумертау, как, ну, нормально, вот тоже пользуются? Вот это. Пользуются, но меньшим спросом. Вот так, по сравнению с Оренбургом. Потому что ключевым надо, безусловно, продлевать. Ну, до Оренбурга продлевать. И... Это 50 тысяч еще пассажиров будет гарантировано. Я, знаете как, я же переживал, что, спасибо, РЖД пошел навстречу, но я переживал, чтобы поток был. Поток есть, слава богу. А если мы еще придумаем сервисы, мы для наших жителей откроем Оренбург, для оренбуржцев нас откроем. Ну и, конечно, студенты, конечно. Это вот, наверное, большая студентка. Статистику провели. Мы же переживали, что больше туда поедет, если честно. Да, из Оренбурга к нам больше. Больше поехало, то есть поток идет больше из Оренбурга. Рафич, мы в кабину машиниста с ребенком. Да, мы как договорились. Елка желаний. Елка желаний. И я вот, знаете, мы очень серьезно относимся к этому проекту. Это проект нашего президента. В чем его смысл? Мы перед Новым годом вовлекаем неравнодушных людей сделать какое-то светлое детишкам, которые нуждаются в этом. Так, здравствуйте. Здравствуйте, Рад Фаридович. Здравствуйте. Приветствует локомотивная бригада. Очень приятно. Это Данила. Вот у него такая мечта была. Присаживайся. Можешь задавать вопросы. Так. А вот так. Что тебя интересует? Садись удобно. Садись, Все, вот. Все. А где сестренка-то?
Идем. Ничего, вот здесь она, если ставим. Вот, все, стой здесь. Ничего не трогай. Ну что, мы готовы? Самого маленького. Давай сюда. Или, давайте. А нет, вот здесь это все видно. Все, вот так. Мы готовы. Расскажи, вот это радиостанция. Национальное диагностическое устройство. Покажите, какие параметры показывают. Здесь можно посмотреть топливо в баках 235, 297. Объем топливных баков в общем Объем 700 литров. 700 литров. Две силовые установки по мощности 490 лошадиных сил. Здесь мы можем увидеть уровень масла, потребление топлива, текущее значение расхода топлива, давление наддувочного воздуха. Дальше. Нажмите, пожалуйста. Температура. Температура охлаждающей жидкости. Температура масла, температура топлива. Далее, правее. Манометры, тормозной магистраль, напорная магистраль, уравнительная магистраль. То есть это обеспечение поезда тормозами. Также здесь есть электропневматический тормоз. То есть тормозим как воздухом, так и электричеством. Радиостанция. Здесь система ПУЦИК, которая объявляет остановочные пункты, также выводит станцию назначения. Впереди две камеры, которые постоянно наблюдают за ходом поездки. То есть мы видим как вблизи рельсового автобуса, так и на отдалении. В целом локомотивная бригада за всем за этим должна следить, все держать на контроле, всегда в напряжении. Машинист поезда 7731 на первом пути станции ФЭС. Первый пути на М1 открыт, отправляйте. Впереди. Это вот нас объявили, да? Это нас объявили, да, вот открыли выходной сигнал, зеленый. Машинист поезда повторяет регламент. Это как в самолете, да, получается, там повтор идет. Да, Вот, да, да, регламент обязательно. Дублирует, да. Ну ты доволен? Нравится? Вы спрашиваете, мы вам все расскажем, покажем. Если что-то интересно, любую кнопочку. Объявляем готовности. Так, приборы безопасности включены, радиостанция включена. Радиостанция включена. Так, предупреждение получено, Получено, сверено. сверено. Так, тормозной цилиндр 5,2, главных, 5,2, напорные 7,3. 7,3. Так, с первого пути на М1 вижу Вижу зеленый. НМ1 зеленый. Локомотивный зеленый. Локомотивный зеленый вижу. Слева по поезду порядок. Так, закрываю двери. Открываем двери. Так, справа назначение. Порядок, скорость управления 25 км в час. 25. Все, отправляемся. Время отправления 8:30. 8:30. Все, Нормально себя чувствую? нормально. Все, вы идемте с нами. Хорошо. Проходите. Я туда. Вот Тоже герой, тоже- вот я. мне Всё тоже дальше. интересно. Да, да, да. Как это все? Данилка, ты че, смотри. Как ты, твоя мечта сбылась. Вот смотри, как здесь сложно все. Стрелка наша. Вот стрелочные переводы, которые мы едем, стрелочные переводы, ответвление на другой путь. Если она в маршруте, помощник машинисту подсказывает, что действительно стрелочный перевод по нашему направлению. Мы правильно едем. По направлению, вот зеленый светофор горит. Сейчас мы будем ответвляться направо. И по первому пути у нас поедем по первому пути, слева второй путь, главный. Направление идет счет километров от Москвы. Это второй главный путь. А к Москве первый главный путь. Вот мы Вот вот мы сейчас на первый главный, да, выезжаем. И уже выезжаем на перегон Уфа-Дема. Сейчас машинист подтверждает свою бдительность, работоспособность. То есть вот сигнал, у него есть браслет, который следит за состоянием пульса, за работоспособностью машиниста, и он Я обязан. не знал это, да. Чтобы не уснул, Да, да, чтобы да, конечно. не потерял бдительность, да.
это сегодня дополнительные еще меры Конечно, безопасности. конечно. Вообще, по большому счету, вот такие браслеты со временем надо, тот, кто в дорогу дальнюю уходит, ну, потому что засыпаешь же. Сейчас, что машинисты у грузовых поездов имеют браслеты, особенно те, кто работает в одно лицо. Потому что есть сейчас, то есть, которые работают в одно лицо. Перед каждой поездкой машинист опять же обязан. Помаши ребятам. А здесь же тяжелые ходят. Тяжелые Вот тяжелые мы и хотим. На южный Да, обход конечно. ответвление сделать. Ну вот вы знаете, наверное, мы на транспортной неделе очень плотно обсуждали этот вопрос. И пока формулу финансирования мы не нашли, но все равно будем толкаться. Это хороший проект. И самое главное, что после Москвы мы, в принципе, одни из первых идем по степени готовности и вообще по инфраструктуре. Здесь полностью вот оградим территорию железной дороги заборами. Ну и оборудовали вот пешеходный переход со световой, звуковой сигнализацией. Именно вот в Нижегородку сюда проход. Большое количество граждан проходит. Ну и забор планируем поставить до моста. Здесь вот тоже транспортно-пересадочный узел. Сейчас работы ведутся по водоснабжению. С набережной закольцовка идет. Проблемы были по набережной. Закольцовка. Ну и дальше уже будет подведена дорога. Проект уже согласован вот, на уровне республики. Сейчас дорога согласовывает у нас, смотрим. Нам с вами что нужно? Начать взаимодействовать. Мы вот этот вот мост хотим подсветку сделать. Поэтому с вами будем работать. Потому что мы найдем подрядчика, но тут чисто инженерная же очень повышенная категория ситуация. Нет, эти вопросы решим. Ну, как у вас чувство теперь? Все, наше желание исполнилось. Данила довольный. Спасибо У вас вам большое. пацаны на вас похожи. Прям вы как себе создали копию. Прям вот да, они на меня все. К Новому году прям наше желание. Ну, нормально, вы все так потихонечку занимаетесь? Я говорит, хочу быть машинистом. Он уже давно мне это говорит, про эту мечту. И хочу быть машинистом. Говорю, вот, давай, говорит, загадай, попробуем. Говорю, я вообще-то... Сейчас видите, работа машиниста, посмотрите, что вот вместе он в галстуке, в костюме, работа интеллектуальная. Это вот... А я ему говорю, вот посмотри, говорю, как они работают, что это не так просто. Ты сел там и вот кнопочку нажал и пошел, все, бой. Да, это ответственность. Поэтому вот я ему хочу показать, там уж сам решит, будет он дальше машинистом. А у вас 4, да? Да. Так что вот, сейчас смотрит, но он все схватывает, у него интеллект нормальный. А он, в принципе, просто дальше учится. Но вы занимаетесь там постоянно, да? Нет, видно, что это просто он в себя немножко уходит, видимо, да? Вот просто после школы думаю, куда бы его отправить, у нас нет такого, чтобы куда можно дальше пойти учиться. А ВУЗ? С охранным интеллектом, думаю, куда вот его дальше, я не знаю. У нас это училище. Вы знаете, как мы с вами, вот когда выйдем, я к вам прикреплю своего вот коллегу, вот он с вами на связь выйдет. Ты учиться хочешь, да? Да, учиться хочешь, железнодорожным, да? Хочет быть машинистом, но еще не знает, что это такое. Вот надо еще узнать сначала. Вы этот год по пассажиропотоку пригородного транспорта как завершаете, интересно? Субъекты все со снижением практически, и Башкирия в рамках вот именно вашей поддержки развития скорых пригородных поездов позволила достичь, перевыполнить 2020 год на 20%, достичь 2019 год и его даже превысить. Это исторический рекорд, это непосредственно, да, безусловно, Орланов. Сейчас, конечно, самое большое, это я его для себя Уфимское железнодорожное кольцо назвал. Потому что если мы его сделаем, это и объем инвестиций такой, и... Тоже поблагодарить, спасибо за поддержку вот по ласточкам, потому что к 2024 году полностью будет сейчас работает по поступлению 6 составов ласточки. Может быть, получится раньше их уже
может быть, в январе запускаем Западный экспресс, было бы, работаем над тем, чтобы следующему форуму «Транспорт Урала» мы Западный экспресс запустили уже. С ласточкой. Ласточкой. Вот такая цель у нас с Минтрансом стоит, они нам полностью поддерживают, помогают. Это здорово будет, конечно. Мне позавчера с Москвы ребята прислали фото. На наш вагон зашли. Мы в Москве же бегают по метро, по Сокольничьей линии. Ну, многие мне шлют смс-ки, очень довольны. Так, прибыли на станцию Дема. Скажите, пожалуйста, состав, в котором мы едем, здесь же нет пассажиров? Это специальный состав, это у нас люди Сейчас в кабине. Это специальный состав, да. Специальный состав. Это Вообще специально. нахождение людей в кабине запрещено. Но здесь исключения оправданные. Да, конечно. Потому что, я подчеркиваю, людей нету. Это экспериментально мы проехали, вот буквально вот этот маленький промежуток. Вот. Но и потом елка желания никто не отменял. Мы должны ее исполнять. А вон сколько детей смотрят. Но все это организовано с мерами безопасности. То есть безопасность стопроцентная у нас. Спасибо. И вам спасибо большое за наше желание. Приехали, да? А, все? Приехали. Мечты сбываются. Раиль Фаридович, а с вами можно сфотографироваться? Давай. И нам тоже, все, может, все вместе Давайте. фотографироваться тоже. Так. Малышка, давай. Все. Давайте выходите, а мы с ребятами сейчас. Вам понравилось? Да, очень. Шикарно, шикарно. Никогда бы не подумала, что мы так могли прокатить. Понравилось? Понравилось. Так, это кому? Это... Держи. Так. Так. Держи, малышка. Вот. И Полине подарок. Так, герой, держи. Так. Ну что, Данил? Давай, до новых встреч. Надо учиться хорошо. Надо учиться. Самое главное. Живите дружно, будьте здоровы. Ну что, глава семьи, удачи. Удачи. Всего доброго. Давайте. Так, Данил. От холдинга ОРЖД сувенирную вам, пожалуйста, продукцию. Плюс всей семьей, чтобы проехали сертификат в течение всего 2022 года на этом замечательном поезде, курсирующий по маршруту Уфа-Оренбург. Бесплатный сертификат всей семьей, чтобы вы Съездите проехали. всей семьей в Он Оренбург. дает, знаете что? То есть можно попробовать вести поезд. Нет, это следует. Это билеты, это А вот бесплатно. этот сертификат, это на право бесплатного посещения настоящего тренажера. Настоящий тренажер позволяет испробовать Вот то, что ты любые хотел. ситуации, да, и самому вести поезд. В Оренбург съездите все То вместе. есть надо будет А вот весной, когда потеплеет, сядьте, 6 часов туда, денечек там остановитесь и обратно. Там же Солилецк рядом, да? Солилецк вроде рядом. Да. Вот съездите. Здесь в Деме Все, находится с Новым годом. полностью С Новым годом. До свидания. Спасибо. Раиль Фаридович, мы с вами уже переместились в другую машину после елки желаний, которую вы все-таки осуществили, пообщались с мальчиком, с мамой, с папой, с семьей. Я не знаю, у меня такие светлые, хорошие чувства, несмотря на мороз, на наши красные носы, на то, что уши отморозились. Ну, на самом деле, я когда вытянул, что мальчик хочет ожидать на вокзале, я еще подумал, надо до Нового года. В кабине машиниста Вообще проехали. мы стараемся вот эту елку желаний, которую мы делаем, я всем своим коллегам, ребятам сказал, я говорю, старайтесь сделать тогда, ну, что можно исполнить, значит, до Нового года. Все-таки ребенок ждет от Нового года. У меня у самого дома там Деду Морозу пишут письма? сын ходит, Фаритик что пишет. Вот сегодня утром только написал, что же он хотел. Олег захотел вдруг. Лего? Лего. Поэтому это очень важно, потому что смысл этой елки желаний, что те люди, которые могут себе позволить, это не обязательно богатые люди, многие могут позволить, они делают что-то для тех детей, которым в силу разных причин не могут какой-то подарок получить, о котором они мечтают, или какое-то вот желание реализовать. Конечно, там, знаете, как всегда во всем есть
такие экзотические желания, там на сцене спеть с Филиппом Киркоровым, да, ну, и такие желания у детей возникают. Ну, А сейчас- в основном вот у меня лично было это велосипед подарить, там, квадрокоптер, что-то такое, знаете, вот то, о чем. Вот у Данилы было желание проехать на В кабине в машиниста. кабине машиниста. Вот мы желание реализовали. Что ж, это здорово, это хорошо, это вот такое теплое чувство. Рафик Фрич, еще чуть-чуть поговорим, есть возможность по рабочим поездкам. Вот мы едем, у вас в машине, уж извините, можно я возьму галстук, да? Вы сейчас в водолазке, вы приезжаете на совещание в белой рубашке с галстуком, вы приезжаете просто на встречу жителям, вы приезжаете так попроще одеты. Это вот заметно. Ну, наверное, заметно. Я это не для того, чтобы кто-то заметил. Это же вот есть определенная, на мой взгляд, культура. Безусловно, какие-то совещания, какие-то протокольные мероприятия. Вы меня, конечно, там в водолазке не увидите. У меня тоже есть свои какие-то предпочтения. Значит, мне жена пытается, говорит, может быть, ты не белый только оденешь, а голубую. Я говорю, ну, как-то я привык к белой рубашке. Вот, и белая рубашка, галстук. Но, поверьте, вот целый день ходить в галстуке, это я очень часто бываю, когда завершается какое-то мероприятие, первым делом захожу, эту удавку, как я ее снимаю первым делом. Вот. А иногда бывает так, заскакиваешь в машину, вот у меня тут не один, по-моему, тоже галстук, а один. Вот переодеваешься в машине и выскакиваешь. А в рабочей поездке я стараюсь, знаете, как-то, если это торжественное мероприятие какое-то, там районное торжественное, понятно, там, безусловно, надо белую рубашку, галстук. В основном я же езжу по предприятиям, по фермам, по садикам, по школам, с людьми там общаюсь. Поэтому, мне кажется, не обязательно. И потом у нас зимой-то особенно больно не прогуляешься в рубашке, поэтому стараешься тепло одеться. Рафик Фрич, тоже еще очень давно хотела спросить, а вы видите вообще, вот мы снимаем же, ну понятно, что мы снимаем, да, что сама программа не делается, а вы видите нас, вот когда мы рядом с вами, мешаем ли мы вам? Или вы уже привыкли к нам и не замечаете? Я знаете, как я же ругался тогда, я вас не вижу, потому что, у вас своя работа, у меня своя работа, я же не на камеру работаю. А вот вы когда начинаете толкать моих собеседников, чтобы они заняли удобную для съемки, значит, позицию, я начинаю злиться, потому что здесь вы мешаете мне. А так, у вас, подчеркиваю, своя работа. Я важность этой работы тоже понимаю. Вопрос же не в том, вот вы говорите 400-е, да, получается? Да. Ну, этом достаточно много. Вопрос не в том, чтобы показывать меня ради Хабирова. Нет, конечно. Вопрос в том, показать, чем власти республики, чем руководство республики занимается. Я искренне верю и постоянно об этом говорю. Все-таки мы больше рыцари белого света, и мы занимаемся делом, и мы хотим действительно, и делаем, чтобы людям жилось лучше. Безусловно, мы не идеальны. Безусловно, мы где-то проигрываем. Безусловно, где-то мы ошибаемся, где-то спотыкаемся. Но мы из этого делаем выводы и идем вперед. Безусловно, где-то меня мои коллеги подводят. Ну, с некоторыми такими мы расстаемся. Вот. Но в целом, вот я говорю, мы прямо идем. Потом, знаете, вот работа руководителя, особенно в это время, когда люди стали очень автономно мыслящие, у людей на многие вопросы есть своя точка зрения. И когда принимаешь решение, любое мое решение, оно имеет и плюсы, и минусы. Оно позитивно оценивается определенной частью людей, отрицательно другой. И я каждый раз должен выбирать баланс. Я всегда, для меня это простое, я выбираю интересы большинства, когда принимаю, где строить школу, где дорогу проложить, где там принять какие-то решения, где ввести ограничительные мероприятия или очередные ограничения по борьбе с коронавирусом, подчеркиваю, я выступаю в интересах общества и руководствуюсь именно этими интересами. Поэтому тут вот так. А вы за время, за 3 года, понимаю, что поменялись, наверняка поменялись. Вот мои коллеги об этом спрашивали уже во время вашего интервью, которое совсем недавно было. А вот вы сами как оцениваете? Вы стали тверже, черствее, нежнее, добрее, упрямее, может быть? В моем возрасте вообще сложно меняться. Я уже на эту работу пришел сформировавшийся человек, и у меня, все-таки моя биография, я, скажем так,
меня работа была сопряжена со многими какими-то непростыми ситуациями предыдущие. Вот, поэтому я уже готовый человек пришел, на мой взгляд. Но на этом же успокаиваться нельзя. Вот если вот отвечая прямо на ваш вопрос, мне кажется, я стал более рассудительнее, более осторожнее, аккуратнее, может быть. Все-таки, ну, у башкир есть такая черта вспыльчивости какой-то, может быть, и... Признаете? Конечно, признаю, да. И где-то, может быть, мы там шашку сразу хватаем. Ну, жизнь нас иногда там аккуратно учит. Вот здесь вот надо быть аккуратнее, здесь надо быть разумнее, здесь надо быть осторожнее, толерантнее, что ли, надо быть, толерантнее. Но, знаете, вот мы же все прошли юношеский возраст, когда черное или белое. У меня нету черного или белого. Везде есть оттенки. Понятно, есть вещи, которые я там внутренне никогда не прощу. Но объявлять кому-то вендетту за это, там, объявлять кого-то там врагом народа или что-то, вот этим не буду заниматься. Это вот жизнь намного многообразнее, многослойная, много сложнее, чем порой это бывает. Раиль Федорович, чего ждете от Нового года? От праздника или От целом? года. От года. От года. Знаете, вот, ну, я уберу там личное какое-то, семейное, вот если о работе говорить, все-таки я очень надеюсь, что история с коронавирусом завершится. Или, по крайней мере, станет менее сложной. Каждая мера, я там подписываю что-нибудь или там объявляю, я понимаю, что она ударит по тем-то, по тем-то, по тем-то. У нас определенное количество ресторанов закрылось. Это при том, что мы настолько щадяще относились. Меры поддержки у нас какие Конечно, серьезные? меры поддержки были. И я старался там по минимуму. Мы, когда многие субъекты там локдаун объявляли, мы не объявляли его. Мы ведь как-то, вот я пришел, мои коллеги пришли, вот вся команда, как-то мы, знаете, такие настроились на такие, мы очень динамичные. Вот, ну, реально мы динамичны. Мы там открываем новые направления работы, мы там упираемся где-то, там добиваемся. Но на самом деле, как-то в Башкирии так вот наша команда зашевелилась очень сильно. А от коронавируса нас отвлекает очень сильно, энергия отвлекает. Мне, конечно, еще очень отвлекает, что деньги уходят. Но вот подумайте, вот 1,5 года коронавируса, мы просто не посчитали за 2 года, за 1,5 года коронавируса у нас на борьбу, чисто на борьбу с коронавирусом ушло 27 миллиардов рублей. 27 миллиардов. Сколько можно было всего сделать? Сколько школ, сколько садиков, сколько парков, сколько там, я не знаю чего, сколько помощи людям оказать. 27. Они же не в воздух ушли. Здоровье, они спасенные жизни. Сколько спасенных жизней. Последствия коронавируса чрезвычайно сложные. И они бьют людей там последствия. Поэтому надо думать о реабилитации. Ну, вот это вот первая задача. А второе, что жду, что вот коронавирус нам немножко освободит нашу энергию, освободит деньги вот, на то, чтобы мы вот тот темп, который набираем в Башкирии в плане развития экономики, благоустройства городов, строительства, модернизация здравоохранения, высшее образование. Вот я думаю, что вот это произойдет. Ждем перемен? Знаете, как вы как-то сказали, ждем перемены из песни. Вот я про другое. Мне вот такие революционные перемены не нужны. Поступательное развитие идет. Безусловно, перемены. Вы вот посмотрите, мы вот за это время целые города начали приводить в порядок. Появляются партии, 22 города победителя в федеральном конкурсе. Да, появляются шикарные объекты, где люди могут отдыхать. Там, в Уфе, во всех городах. Там, я говорю вам, в Баймаке, сколько я ездил туда. Сейчас центр Баймака, сколько об этом говорили, но мы туда зашли, и вот к весне... Кстати, Раиль Федорович, в Баймаке же проект называется «Ветер перемен». Что? «Ветер перемен» в Баймаке называется. «Ветер перемен» называется, да. Позитивно. Вот. Поэтому, да любой, ну, Бирск возьмите. Вспомните, какая там была площадь сейчас. Но мы же не остановились. Мы подали еще одну заявку и еще победили. Бирск вообще сейчас становится таким интересным городом, такой, с особой такой, знаете, изюминкой. Да каждый город я прокажу. А Белебей, посмотрите, какой парк, поющие Бирск, Белебей, и много-много городов у нас. Поэтому вот
хочется, чтобы силы шли вот на это. Ну что ж, дай бог. Дай бог, да. Спасибо.